В различных городах Казахстана 1 марта сотрудниками полиции были задержаны десятки жителей страны. Так, по информации одного из инициаторов протеста организации «Оян Казахстан», «Проснись, Казахстан», только в Алма-Ате были задержаны около 30 человек. Северная Корея! Ответите за Дулата! Также порядка 30 человек задержаны в столице страны возле здания городской администрации, где был назначен митинг в память об умершем в СИЗО несколько дней назад оппозиционере Дулате Агадиле, передает Интерфакс. В Шымкенте задержанию подверглись 1,5 десятка протестующих, которые выкрикивали «Шалкет! Старик, уходи!», сообщает Азаттык. Акиматы в Алма-Аты и Нур-Султане оцеплены. В центре городов перекрыто автомобильное движение, телефонная связь и интернет блокированы. Вы что, диктаторы? Диктаторы вы! Вы диктаторы, вы что делаете? Напомним, во время митингов 22 февраля также были задержаны около 100 человек. Они скандировали такие лозунги, как «Шалкет! Старик, уходи!», «Оян Казахстан! Пробудись, Казахстан!», «Пусть Назарбаев уходит! Пусть Дарига уходит!». А 25 февраля после известия о смерти одного из активистов Дулата Агадила было задержано по различным оценкам очевидцев около 300 человек. Дулат был доставлен в СИЗО Нур-Султана вечером 24 февраля прямо из своего дома, где и скончался. Численность участников акций протестов увеличилась. Официальная версия смерти активиста – острая сердечная недостаточность. Директор группы оценки рисков, политолог Дасым Сатпаев, пишет в Инстаграм: его забрали ночью из дома, как при Сталине любила делать НКВД. Официальная версия смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Даже если представить, что это так, а не результат избиения, то его смерть в любом случае на совести власти, так как проблемы с сердцем могли быть спровоцированы самим фактом задержания. Қолында, иә. Көрін бе? Қанға ұқсайм ба былай? Қара, иә? Қарайып кеткен. Иә, қол қарайып кеткен. Саусақтарының арасында табан несінің өзі.